А что, кого брата убили, кого как. Ну, в общем, простой народ не хочет жить с ингушами. А почему? Вообще с ингушами не хотят жить? Вообще. Даже слышат слово ингуш. Но ведь сжигали, наверное, преступники, а весь народ нельзя в этом жить? Ну как? Преступник, он по закону преступник, а понять его морально можно. Он мститель. Месть. Понимаете, у нас же на Кавказе как месть, око за око. И вот мы охраняем. Стреляют? Бывает. Разного бывает. Это значит, что местных жителей оружия нет. Получается так? Ну, оружие сейчас по всей России. Навал. Даже здесь в зоне ЧП, да? Вот здесь вот. Еще больше. Еще больше? Зоны ЧП. Я стреляю, значит, есть. Мнение народа не учили. Да, мнение народа не учили, вообще, а народ против. Какого народа? Осетинского народа? Да. Ну а если здесь было большинство ингушей, то как вот это Ну, было? республика-то Осетия. Так. Здесь, по-моему, право голоса сперва принадлежит осетинам. Все-таки осетинам принадлежит сначала право. Конечно, здесь... Конечно, ну, понимаете, это... Я живу в своей республике. Это не хотят, равнодушно идет это все. Вот когда им дали гласное слово, вот наша земля, и вот они взяли свою землю. А скажите, вас кого-то убили? Меня отца. Отца? А кто убил вашего отца, вы знаете? Ингуш. Но кто именно? Эта груда безжизненных вагончиков очень многим жителям напоминает гетто. Но ОМОНовцев такое расположение устраивает. Легче охранять добро от народных мстителей. Местная администрация считает, что каждый имеет право жить рядом с местом, где стоял его дом. Иначе похоже на резервации. Иногда с этим соглашаются и ингуши. Как только их привезли, сразу подожгли. А почему этот вагончик всегда поставили вентиляцию? Потому что хозяин хотел, чтобы его вагончики около его дома поставили. Представители приезжают, они просто не посмотрят на эти развалины и обратно уезжают. Они не знают, что им. Навряд ли они здесь. Они боятся тут жить. Кого боятся? Боятся вместе стен. Понял. Да, но здесь же осетинская милиция несет еще охрану. Осетинская милиция. Осетины. Вы не прежде всего осетины, а потом милиция? Конечно. Да. Если вот у него отца убили, он за него отомстит отца. Пока ингушей нету, здесь безопасно. Спустя несколько дней после нашего приезда некоторые из этих вагончиков были разграблены. Впрочем, к таким событиям здесь привыкли. Не с автоматами же на сельчан бросаться. По закону о чрезвычайном положении обеспечивать порядок в зоне ЧП призваны местные органы внутренних дел, то есть по существу сами же местные жители. Однако, согласно статье 17 этого же закона, Временная администрация имеет право создать специальные временные органы внутреннего управления, если посчитает это нужным, в случае, когда сложившаяся ситуация препятствует нормализации обстановки. Впрочем, глава Временной администрации Владимир Лозовой предпочитает ненасильственный метод – практику народной дипломатии. Естественно, что это один из важнейших методов, которым надо использовать все, в том числе и кавказские обычаи, в том числе и те политические моменты, дипломатические, переговорный процесс, подключая к этому именно различные слои населения, интеллигенцию, старейшин, различные общественно-политические движения, которые должны активно содействовать вопросу разрешения конфликта
с точки зрения снижения порога противостояния, который сегодня еще достаточно высок. А тем временем вернуться домой сегодня имеет возможность далеко не каждая семья. Сначала нужно подать заявление, которое рассмотрит согласительная комиссия сельчан. Она и решит, можно ли человеку возвращаться и не принимал ли он участие в боевых действиях. На практике действительно согласительных осетино-ингушских комиссий не получилось. Либо действует автономно, либо в одностороннем порядке. Не имея юридического статуса, одна часть села занимается фактически фильтрацией остального населения. Потому из многих тысяч заявлений не отказано лишь сотням людей. В списки попадают, в общем-то, в семьи, вот, по Куртату попала семья, из 6 семей, значит, 5 семей одни женщины. Практически те семьи, которые, ну, боятся, надо сказать, прямо боятся ехать, потому что у них опоры мужской нету. Их любой может обидеть. И вот по такому принципу они с самого начала, эти согласительные комиссии, пошли работать. А ведь создание властями препятствий возвращению людей к местам их постоянного проживания – это не что иное, как ущемление прав по национальному признаку, что запрещено 19-й статьей Российской Конституции. 40-я статья торжественно провозглашает, что никто не может быть произвольно лишен жилища. И в зоне ЧП законы Российской Конституции никто не отменял. Указу президента о порядке возвращения вынужденных переселенцев исполнился ровно год. Механизмы его реализации разработаны спустя полгода. А реальное возвращение людей идет только в один поселок, в Чермен, да и то часто стихийно. Что это? Извечная наша расхлябанность? Традиционно долгая раскачка? Или холодный расчет? В 91 году я здесь пришел, как бежит. Вот остался бежит. Срегли только Алина. А что сейчас с вашим домом? Вы знаете сообщение? Вас сожгли. Засели грузины. Заселили туда? В ваш дом? Живет там же грузин, я знаю, мне сообщили. В вашем доме живет грузин, да? А что это горе было? Я там родился. Это первый годин. Я родился какой? Граница Осетии, грузин родился там. Такой есть, горе такой есть. Как говорят, переживай как это. Так говорят, Христос. Вот Бог, я следу родился. И грузин, и Осетии родился. Как не любит? Вот мой взят грузин. Мой взят грузин тоже. Мой племянник грузин. Как я буду сказать перед грузином? Вы знаете, я заметила дома какие-то обугленные. Это что здесь? Это в вас стреляли? Да нет, их здесь не было. А что здесь было? Здесь жили ингуши и осетины. Я местная. Жили ингуши и осетины. Вот с этого дома, вот только оттуда вот, стреляли. Там тоже кто-то стрелял. Вы смотрите, наверху-то. Это вот все это все стреляли и жгли с этих, с огнеметов и с чего? Не по дому стреляли? По дому. По дому, конечно. Это оружие огнемета. Откуда стали мыши? Откуда? Значит, твою помогал. Это, извините, с огнеметов не ингуши стреляли. Осетины? Осетины. Осетины из огнеметов били по домам? Да. А потом ингуши жили, потому что они начали туда бить, а им взамен били. Кто первый начал? Я в ногах не стояла, Золотка. Наш дом разбит. И вот дали мне вот эту сетку. На что она? У меня там был свой дом, земля своя была. На что вот это? У меня муж, участник войны, 2 войн, финская, лежит сейчас парализован. А что толку? Ремонт я сама делала. Последние вот копейки собрала, чтобы на похороны, может, это. Вот собрала и за ремонт этот отдала деньги. А вот если ингуши сейчас, вот они говорят, возвращаются, ну, пускай... а если они вот сюда будут возвращаться, а вы куда же? Ну, не знаю. Я узнал мой родную землю.
Мы ездили порядке здесь. Я пришел как здесь Асаты. Я отсюда никуда не уйду. Ни шаг назад не сделал. Нет, но Ингуш здесь жил, в этой квартире. Это же не ваша квартира, получается? Это Ингуш построили. Постой государство. Что? Сегодня в Северной Осетии находится свыше 43 тысяч беженцев из Западной Грузии и Южной Осетии. И они на многое готовы, потому что им некуда идти. Несложно понять, что именно эти люди становятся новым источником межэтнического напряжения, ухудшая, ко всему прочему, и криминогенную ситуацию. Почему они находятся в зоне ЧП? Или здесь мало других проблем? И не ведет ли это к повторению ситуации, когда депортированные в 1944 году люди спустя годы обнаруживали в своих домах новых хозяев? Мы хотим жить с осетинами и мирно хотим жить. Пусть там будет голая земля. Хотим вернуться на свои места, где наши деды жили, отцы наши, где наше поколение росло по сегодняшнему. Вот посмотрите на этих детей, что эти дети видят. Грязь, целый день месяц грязь здесь, никаких условий для них нет. Да и для нас нет, на нас смотреть страшно уже. Мы измучены, мы стоим на ногах для того, чтобы вернуться на свои земли. Я сама с Владикавказа. Я сегодня готова вернуться и жить со своими соседями, потому что я им ничего не сделала плохого, чтобы я могла не вернуться туда. Кровная месть, да, она существует. И пусть кому-то знает, что никогда, у меня 3 сына, никогда не оставим кровь своего мужа. Есть очень много наемных убийц. Я считаю, за своего мужа мы обязательно отомстим. Сына я никогда не забуду. Ему было 28 только лет, только жить начал. Остался ребенок, сын растет уже. Я ему завещание сделаю. Кто его увел, я буду говорить все время. Не знаю, где живет. 13 осина увели его, одного с автоматом. Из всех 13 я знаю, где они живут. И если будет возможность, когда-нибудь встретимся с ним. Если Россия даст. Что вы сделаете этому человеку? Тогда решим. Вот если вам большую школу построят на всех, и на осетинских детей, и на ингушских, будете там учиться? Да. Буду. А драться будете? Нет. Буду. Нет. Если не будут драться все, то мы не будем. Вы не будете первые драться? Нет. Нам больше, чем детям, нужны тормоза. Нам некогда глянуть друг другу в глаза. Пусть кто-нибудь крикнет нам: черт побери, замри, замри, замри. Мой недруг, давай разберемся без драк. А что, если ты не такой уж и враг? Былые обиды на время замни. Замри, замри, замри. О, как бы легко не сменялись года, однажды наступит минута, когда вам некто знакомый шепнет изнутри: замри, замри, и память пройдется по старым счетам, и кровь от волнения прихлынет к щекам, и будет казаться страшней, чем умри. Замри, 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 замри. Каждому попавшему сюда журналисту первым делом задается вопрос: откуда он сюда приехал? Из Назрани или из Владикавказа? Чистосердечное признание иногда может ему вредить. Даже между сотрудниками временной администрации, несущими службу, что называется, по разные стороны баррикад, заметна прохладная дистанция. Многие из них – постоянно жители Владикавказа. Там же расположена и сама временная администрация. Кстати, авторы законопроекта о ЧП особо настаивали на местонахождении временной администрации непосредственно в зоне. Но этот пункт таинственно исчез. В указе его нет. Оплошность или все тот же холодный расчет? Ежедневно группа энтузиастов под началом полковника Пономарева, коменданта Назрани,
упорно завозят в пригородный район хотя бы несколько вагончиков, часто сквозь град камней и принципиальный нейтралитет военных коллег. Так все-таки расквартированная во Владикавказе временная администрация – это российская власть или очередные потешные войска? Кому нужен последний образ? Ведь эти люди не в силах обеспечить безопасность хозяевам вагончиков, сами ходят по лезвию ножа. За подавляющее большинство разбоев и убийств в зоне ЧП ответственности практически никто не несет. Впрочем, говорить о бездействии российского ОМОНа в зоне ЧП было бы неверно. 6 ноября в Назрани, тоже включенный в район чрезвычайного положения, была проведена операция по обезвреживанию, в результате которой погибло 5 человек. Выяснить, кто первым открыл огонь, нам не удалось. Между тем, версия телеканала НТВ спустя день выглядела так. Банда, в которой одну из лидирующих ролей играли братья Мархиевы, базировалась на территории Ингушетии. Специализация – наркобизнес, разбой, захват заложников. Каждое преступление в зоне чрезвычайного положения имеет политический резонанс, а на совести этого бандформирования, по данным оперативно-следственной группы МВД России, более десятка заложников и несколько убийств. Во время задержания преступники оказали яростное сопротивление. ОМОНовцы были обстреляны из автоматов и гранатомета. Один из раненых скончался по дороге в больницу. Еще 2 убитых ОМОНовцев подобрали на обочине дороги недалеко от места столкновения БТРы прикрытия. В перестрелке были убиты и 2 бандитов. Появилась слабая надежда, что с обезвреживанием этой банды прервется цепочка захватов заложников в зоне чрезвычайного положения. Трудно не согласиться с автором сюжета в том, что такие события действительно имеют политический резонанс. Ингуши, они более агрессивный народ, чем осетины. Вы не общались? Ну, как сказать, прямого контакта не было, но видел там то, другое, третье, по этим соображениям говорю. Ну вот хотя бы последний раз вот 3 ОМОНовцев наших убили с Сомска. А трупы у них остались, 2 трупа. Они отдали эти трупы с условием, чтобы вот 6 человек, которых задержали, ингушей, чтобы с ними ничего не сделали, чтобы они живые остались. Частных убийств. И потом еще сказали, что мы возьмем заложников российских, чтобы потом обменять на ингушей. Ну а как здесь? Агентство «Интерфакс» на следующий день после трагедии сообщило, что боевиков из этого бандформирования также подозревают в причастности к убийству 1 августа прошлого года главы Временной администрации Виктора Полемичко. Кроме погибших милиционеров, имеются жертвы с противоположной стороны. С противоположной, но тоже российской стороны жертвы действительно имелись. 2 убитых мужчин, 2 избитых и раненых стариков-супругов, 3-летний ребенок в шоковом состоянии, беременная женщина, родившая через несколько дней недоношенного ребенка. Соседям тоже досталось. Подошел, вышел против них, 2 нога не успел сделать, 2 шага. Он меня повернул дулом автомата и сказал: «Падла, говорит, вернись обратно, а то сейчас застрелю тебя». И ударил меня ногой прямо в грудь-то. Я быстренько закрыл эту калитку, зашел. И после этого началась вот эта стрельба. Здесь произошла трагедия. И мы сейчас занимаемся сбором всех объективных данных об этих событиях. Сейчас можно называть людей, всех 6, которых взяли в бандформирование? Всех их можно считать участниками банды? Значит, данные лица задержаны. В настоящее время проводятся с ними следственные действия, проводятся экспертизы, допросы и другие мероприятия, в результате которых мы будем решать вопрос о квалификации преступных действий каждого конкретного человека, о его причастности к совершенным преступлениям, либо его непричастности к ним. И таким образом он может оказаться не участником банды? Возможно и такое. Но если следствие не закончено, то есть вина каждого из подозреваемых еще не доказана, то почему все 6 заранее объявлены бандитами? С декабря 1992 года в зоне ЧП работает объединенная следственно-оперативная группа. За 2 года в суды было направлено 13 уголовных дел в отношении 15 человек. По 10 из них вынесены обвинительные приговоры к лишению свободы сроком до 7 лет.
То есть речь идет отнюдь не о тяжких преступлениях. Организаторы вооруженного конфликта не установлены. Руководитель группы Виталий Калюкин считает, что причиной тому активное противодействие плюс масса пассивного противодействия с обеих сторон. Ту же причину называет осторожный Владимир Лозовой, когда речь заходит о недопустимо медленном восстановлении домов. По его мнению, мощности и деньги на строительство есть, но освоить их удастся в этом году в лучшем случае лишь наполовину. В изначальном периоде правительство Республики Северная Осетия и в том числе и президент Галазов, они именно настаивали, что как можно заводить со стороны строителей, когда, по сути дела, не загружены свои. Вот. Но сейчас мы увидели, что эти темпы не удовлетворяют. Здесь можно даже сказать, что можно даже усматривать и намеренное затягивание строительных работ. По мнению Лозового, если бы строительство вели не осетинские стройотряды, а, к примеру, бригады МЧС или военные строители, восстановление шло бы в 2-3 раза быстрее. Осетин никогда не будет строить Ингушу. Там президент. Ингушу не будет строить. А Осетин Ингушу никогда не будет строить. Осетин не будет строить Ингушу. Почему? Да потому что его скинут. Осетин его убьют за то, что он Ингушу дом построит. Впрочем, и осетинскому населению справить новоселье к Новому году вряд ли удастся. И значит, раздражение будет нарастать. Вот строители у нас в будке сидят. Делать нечего. Вот ничего нету. Ни кирпича, ничего нету. 2 недели тому назад уже давно финансировали. Однако они начинают, я не пойму, что такое, прям сдвига нету. Неужели что за строители, если в объектах тоже так работают, я не пойму. Что это такое? Сколько можно ждать? К Лозовому сколько ходили? Лозовой сказал, есть, финансировали, сколько можно? Если было бы тогда, почему не строили? Уже зима началась. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас я знаю, что ингушские семьи, да, возвращают? Да. Фермин возвращают. А куда возвращать? Им негде жить тоже. Ни дома, ни кола, ни двора, ничего нету. Куда их везти, я не пойму. В вагоне, какой там вагон? Тяп-ляп сделано и все, что это такое? А их домики тоже не устанавливаются еще, да? И вы... Их дома надо восстанавливать. Их тоже не восстанавливают. Их не беспокойтесь, быстро восстановят. Это вот нас, самые пострадавшие в Осетии, это осетины. Может быть, эта женщина неожиданно обозначила глубинный нерв нынешнего состояния своего народа. К туристическим маршрутам по Владикавказу сегодня вполне мог бы добавиться еще один, разделив историю города на до и после кровавого противостояния. Вот в этом доме, например, жил писатель Идрис Фазоркин, гордость ингушей. Во время конфликта ему помогли спешно покинуть квартиру и довезли до пограничного Черменского круга. Тут, говорят, страдающий старик умолял всех и других одуматься и остановиться. Умер Базоркин с грозы. Интересно, знает ли что-нибудь о прежнем хозяине этой квартиры, нынешние ее обитатели? В Владикавказе много таких домов с неожиданно освободившейся жилплощадью, которая сегодня уже не пустует. Здесь уверены, что в обозримом будущем ингушей в столице Аланов не будет. Владикавказ не входит в зону ЧП. Распоряжение временной администрации здесь не действует. А вот этот институт гуманитарных исследований основал и стал его первым директором бывший первый секретарь обкома комсомола, депутат Верховного Совета Северной Осетии Сергей Табулов. Его уважали многие жители в обеих Осетиях, независимо от этнической принадлежности. У него была такая идея решения вопроса возвращения депортированных в 1944 году. Он предлагал такой вариант. Например, человек хочет продать дом за 100 тысяч осетин, а ингуш покупает только за 80 тысяч. Больше не может дать. Чисто из соображений оценочных. Он предлагал, чтобы эту разницу компенсировало государство из денег, которые выделяются на реабилитацию народов. И таким образом снималась проблема взаимных претензий, обвинений и, в принципе, даже обид. Это одна сторона. Таким образом заселять, постепенно, со временем заселять людей в эти села, тех, кто хочет вернуться после 1944 года в эти села. И получалось, что со временем лет через 5, скажем, 10, хотя кажется большой срок, но это небольшой срок для решения такой сложной проблемы, то население пригородного района окажется уже превалирующим ингушским. После этого, когда уже не будет таких чисто бытовых проблем у людей и претензий, что вот мой дом, дом моего отца не вернули, я живу в изгнании,
то можно будет при условии, что рыночное освещение вступит в строй, то границы, скажем, станут условным понятием. Я, например, тоже с этим был согласен. Осенью прошлого года Сергей Тоболов погиб в автомобильной катастрофе. Затея с примирением не осуществилась. Разговаривать с нами на эту тему местные жители соглашались не слишком охотно, добавляя иногда одну и ту же фразу «нам здесь жить». Массовый исход ингушей из Владикавказа не улучшил криминогенную ситуацию в городе. Вот здесь живет осетинская женщина, у которой 2 года назад пропал без вести сын, спасая ингуша. А он спрятал у себя за сервантом его, этого парня. Ну, выволокли их оттуда. Избили, говорит, их обоих. И посадили в машину. На машина, крытая машина была какая-то, УАЗик маленький. Их было человек 7. Выскочили соседи. Все они сейчас зарегистрированы, тоже в МВД проходят как свидетели. И все, на этом парень исчез. Парень 2 года исчез. Он как в воду канул. Что я должна делать? Никто мне не помогает. Вот я недавно была у этого, который ведет это дело. Он мне говорит, мы, говорит, узнали, что они были южанцы, кударцы, бандиты. Эти бандиты, которые здесь нам жизнь перевернули. И ОМОНовцы, вроде как ОМОНовцы они были, но, говорит, тогда был такой беспредел. И такое безобразие творилось, что никто не знает их фамилии, но знают их имена. Вот как вам это кажется? Вот он мне последний раз сказал. Знают их имена. Вот кто-то донес, что он прячет ингуша. Сомкните плотнее веки, и не открывайте век. Прислушайтесь, ответьте, который сегодня век. Неужто же наши боги не вправе и не вольны потребовать от эпохи мгновения тишины, коротенького, как выстрел, пронзительного, как крик, и сколько б забытых истин открылось нам в этот миг, и сколько бы дам прекрасных не переродилось в дур, и сколько бы пуль напрасных не вылетела из дул. Здесь мы живем рядом тысячелетиями, у нас очень много общего у северокавказских народов, и полагать, что вот психология ингуша несовместима с психологией осетина или с другими народами, я бы так не утверждал. Я думаю, мы жили рядом сотни лет, если не 1000 лет. И у нас очень много общих фамилий, обычаев, традиций и так далее. Люди как-то уживались. Я думаю, что сейчас тоже мы должны найти способы уживания друг с другом. Основные усилия уходят на то, чтобы выяснять постоянные отношения с ингушами. А сама внутренняя ситуация Осетии, она крайне неблагоприятная, потому что в такой маленькой республике около 140 тысяч безработных, занят только сезоном на работе. И это очень большой процент от общего количества трудоспособного населения. Поэтому и то же самое в Ингушетии, там еще худшее положение. И бюджет Северной Осетии на 2/3, где-то на 78% датируется российским правительством. А поскольку сейчас принимается очень жесткий бюджет, то в основном придется полагаться на свои собственные силы, и мы должны искать возможности, так сказать, мобилизации всех этих своих резервов для того, чтобы выйти из этого экономического тупика. Вы знаете, вот та ситуация, которая существует между осетинами и ингушами, это является отражением той общей неблагополучной обстановки, которая существует в Российской Федерации. Вроде бы курс взят на демократизацию общества, а это означает в первую очередь соблюдение прав человека. По просторам России идет преследование лиц кавказской национальности. И, понимаете, это толкает людей на то, чтобы искать для себя какой-то спокойный уголок. Если бы вот в точности соблюдался закон, который принял Верховный Совет Российской Федерации о праве граждан проживать именно в том месте, в том городе, где человек хочет.
и отмена института прописки, и эти права бы везде и всюду одинаково соблюдались, то я думаю, что вот таких сложностей и стремлений как-то огородиться, замкнуться в своей национальной территории не было бы. Ведь посмотрите, в автономных республиках Северного Кавказа проживает около 3 миллионов человек, русских. И ничего, это нормальное явление. А если взять российские просторы, то в российских просторах проживает не более чем 100 тысяч северокавказцев. И вот для них, для Российской Федерации, это является серьезной проблемой. В то время как здесь вот такой ситуации нету. И вот та ситуация, которая сегодня здесь, и ситуация, которая существует в Чеченской Республике, это все отражение вот той непоследовательной национальной политики, непродуманной национальной политики, которая проводится в Российской Федерации. Ведь посмотрите, погибло несколько сот человек, несколько сот человек пропали без вести, и по всей вертикали власти никто даже на себя моральной ответственности не принял за то, что произошло. Единственное, кого уволили с поста советника президента, это Галину Васильевну Старовойтову. А по всей России никто от того, что произошел конфликт, за это никто не ответил. Жили все дружно, как возьмут я работу. Это верхушка все делала. Они свой народ загубили, эта верхушка. Всю жизнь ненависть делали, это верхушка. У меня есть хорошие соседи, но я им пишу письма, знаете, не с Ингушетии. Я пишу им в Сочи пишу, с Москвы передаю письма, чтобы, знаете, когда с Ингушетии боятся соседи, потому что их преследуют. А вам как часто в ответ письма приходят? Не приходит письма. Мне, знаете, с Ивано-Франковска пришло письмо несколько дней назад. Туда пересылают, а оттуда сюда присылают. Кто виноват? Вопрос в российской истории философский. Нравственное упражнение для потомков. Но нам не удастся уйти от вопроса, что делать. Режим чрезвычайного положения может быть и таким, когда местная администрация в узкой зоне конфликта слагает свои полномочия, и полномочия управления переходят к временной администрации. Я думаю, второе, из этой узкой зоны, этих поселков, где когда-то проживали ингуши, надо удалить формирование северо-осетинской милиции. Потому что эти формирования, по сути дела, вооруженные формирования одной страны. Третье, согласительные комиссии должны стать действительно согласительными комиссиями. То есть там должны быть представлены обе стороны, и осетинская, и ингушская. Эти согласительные комиссии должны сохранить только и чисто рекомендательные функции. Никаких решений с их стороны, имеющих юридическую силу, не может быть. Это противозаконно. На обе стороны, на верховное руководство обеих сторон Россия должна оказать самое существенное давление, вынудив обе стороны выступать более миролюбиво и ориентировать свое население на долгий согласительный процесс, а не на конфронтацию, не на поиски, не на поиски одного виноватого. Для всех, для нас ясно, какую роль в этом кровопролитии сыграл Верховный Совет Российской Федерации. В частности, 6-я статья Закона о реабилитации репрессированных народов. Это декларативная статья, провозгласившая территориальную реабилитацию. Это ведь и есть корень конфликта. Ну а потом, как вы помните, последовало решение